Бесплатно посетить культурные мероприятия в любой точке страны стало реально для граждан с 14 до 22 лет. Все благодаря пластиковой карте, которая называется Пушкинской. Ее баланс составляет 5000 рублей. Средства зачисляются на карту государством один раз в год. Потратить деньги, положенные на счет, можно только на культурный досуг. Купить билеты в музеи, театры, галереи, филармонии, консерватории и другие учреждения культуры. Правда, этой возможностью в регионе пользуются лишь немногие. Ингушетия занимает самые низкие показатели по посещаемости, сообщают на пресс-конференции Минкульта. Из 72 тысяч молодежи, которые могут быть потенциальными держателями карты, оформили ее только 2500. Повлияли на слабую регистрацию и посещение ограничения в условиях пандемии, уверены представители Минкульта. Ваши учреждения готовы? Да, конечно. А да. почему тогда спрос с вас? Роспотребнадзор нам не разрешал проводить мероприятия, понимаете? Вот. И произошло такое противоречие. С одной стороны, программа запущена, регионы другие работают, а у нас разрешения нет проводить эти мероприятия. Очень важно взаимодействовать с Министерством образования, отметили присутствующие. Ведь карта доступна именно школьникам и студентам. Также подавляющее большинство пластиковых карт были оформлены с участием Минобра. А многие еще не знают о возможности бесплатно культурно просвещаться, не верят в приобретение билетов за счет бюджетных средств. Минкульт считает, что агитационная работа в этом направлении ведется слабо. Сыграли свою роль и другие факторы. Слабым взаимодействием, наверное, с теми структурами, я имею в виду это министерство, ведомство, в первую очередь Министерство образования, может быть, на первом этапе, и Ком молодежи, который тоже мог бы нам помочь, Министерство Миннац, который, к сожалению, подключился в этом году, с этого года более или менее активно. Получается, что не только должным образом не осуществляется работа по вовлечению молодежи в культурную жизнь, но и регион теряет деньги, которые могли сохраниться в культурных учреждениях республики. Все, что требуется от молодых людей – зарегистрироваться, купить билеты и сходить на культурное мероприятие. Как отметила директор ЦКР, в один месяц по Пушкинской карте у них приобрели 71 билет на отечественный фильм, а пришли всего 2 человека. Действительно, проблема такая острая. Нам нужно совместно заняться пропагандой этой пушкинской карты, разъяснительную работу проводить. Понятное дело, что большая доля той ответственности, которая лежит сегодня на Министерстве образования, они ее должны принять и разъяснительную работу с детьми проводить, потому что это как наш проект, так и их проект в том числе. С предложением создать Пушкинскую карту выступил президент страны. Это федеральный проект, который начал действовать с 1 сентября 2021 года. Идея в том, чтобы сделать искусство более доступным для молодых людей по всей России. Поддержал ее технически Почта-банк, который выпустил карту в стильном дизайне. Специально для этой программы разработали сервис госуслуги «Культура». Пушкинская карта может быть виртуальной, она хранится в телефоне. Чтобы ее выпустить, необходимо зарегистрироваться в приложении госуслуги «Культура», сделать фото и подтвердить личность. А чтобы выпустить физический носитель, нужно обратиться в отделение Почта-банка. Пластиковая карта привязана к платежной системе МИР. Что необходимо, на ваш взгляд, для повышения показателя? У вас есть уже алгоритм действий, который вы намерены предпринять? Надеемся, после снятия режима ограничений, в том смысле, который полностью нас лишал возможности проводить мероприятия с очным присутствием зрителей, может быть, ситуация изменится в лучшую сторону, и до конца года мы видим на хорошие, так сказать, показатели, чтобы мы были уже не 4-е с конца, а где-то, может быть, хотя бы ближе к серединке. Всего в регионе для использования Пушкинской карты предназначены 12 учреждений, в том числе 2 кинотеатра, концертные, театральные и музейные организации. Также собравшиеся подчеркнули гибкость региональных цен на билеты и их доступность. Средняя стоимость одного билета на спектакль Русского музыкального драмтеатра составляет 500-600 рублей. Руководитель музыкально-драматического театра сообщила, что в мае для держателей Пушкинской карты запланирована премьера спектакля по роману Достоевского «Преступление и наказание». Мы начали активно эту работу по продаже наших билетов именно по Пушкинской карте. Вы знаете, удивительно просто, как они активно
включаются те, которые действительно понимают. У нас есть один студент, кстати, к сожалению, я не знаю его фамилии, я бы озвучила, колледжа, который изъявил желание помочь нашему театру и вместе с нашим администратором ездит по школам и объясняет этим ребятам, как эти карты оформлять и покупать, приобретать через онлайн билеты в наш театр, на наши спектакли. Деньги на Пушкинской карте можно потратить за месяц, либо равномерно распределить их на год, или не потратить ничего. Совершить перевод, пополнить, обналичить или использовать средства на карте на другие покупки невозможно. Минкульт региона ставит цель – до конца года повысить показатели. По итогам пресс-конференции собравшиеся выразили надежду на повышение интереса у молодого поколения к бесплатному посещению культурных мероприятий. Диана Дударова, Магомед Дидигов, Новости 24.